Мы до сих пор работали с общественной палатой бок о бок, кстати, Мариной Олеговной. И скажу, что каждый мы со своей стороны все сделаем, чтобы как-то разрядить ситуацию. Решить в одночасье эту проблему, я вам скажу, наверное, вряд ли удастся. Но людям хочется одно видеть, как мы говорим, свет в конце туннеля. Чтобы было понятно, как эта перспектива, какая ждет их. Потому что не просто эта дорога, как должна, она является как передвижение, как транспорта, а как социальная необходимая вещь, потому что она ведет за собой такие проблемы социальные, как ценообразование, как просто право людей передвигаться, это конституционное право и так далее. Тут очень много проблем законодательного характера, потому что нельзя, как мы говорим, кошмарить и во всем обвинять недропользователей, большой бизнес и так далее. Они много делают, очень много хорошего. Тот же Сургутнефтегаз, по Витиму, я сам убедился, очень, сказать, люди благодарны. Есть в то же время такие вещи, как проблема, они самоустраняются по городу Ленску, недропользователям. Те же дороги не содержат сам район, а разбивают грузовики чьи. В основном убедились, это грузовики недропользователей, я обобщаю, конечно, это газовики, нефтяники и так далее. Но скажу так, что мы пытаемся, все, что можно, делаем на этом проблема. Проблема стоит, она бы решалась в перспективе, если бы второй вариант, южный вариант дороги, было как предлагал Штыров. То есть он проходил через населенные пункты. Но это идет там небольшое удорожание, но мы говорим всегда, люди это дороже, чем деньги. Поэтому этот вопрос в перспективе может как-то решаться. А в ближайшее время все-таки это только одно, это проблему надо решать убрать бюрократические проблемы с проездом людей и решать про реконструкции ВСТО, дороги вдоль, это Транснефть. Будет совещание уже сейчас с нашим участием, с Общественной палатой министра транспорта Российской Федерации. Вопрос будет анализироваться. Сразу, как все говорят, надо к президенту и так далее, и так далее. К президенту много дел, а мы должны как-то все это сами решать, предлагать какие-то решения, но, естественно, опираясь на компетентность людей, которые в этом разбираются, какие варианты мы можем предложить. И я думаю, что после совещания у министра транспорта что-то как-то более-менее прояснится.